Работа в Абхазпродэкспорте в основном кипит в сезон цитрусовых. В начале февраля здесь тихо, но уже совсем скоро ожидается сезон мимозы, рассказывает генеральный директор предприятия Лаша Ардзенба. Местные фермеры охотно привозят сюда свою продукцию – апельсины, хурму, лимоны, фихуа и другие виды культур. А Абхазпродэкспорт помогает успешно реализовывать товар, занимаясь хранением, сертификацией, таможенным оформлением и логистикой. Все сделано для удобства сельхозпроизводителей, которые желали бы привозить сюда еще больше разнообразной продукции. Но пока такой возможности нет. Есть еще виды продукции, которые они тоже производят и которые мы хранить не можем. Они обращаются, но мы не можем организовать здесь полноценную переработку. И, к сожалению, и у них возникают соответствующие проблемы, и у нас возникают соответствующие проблемы. И, к сожалению, вот имеем то, что имеем на сегодняшний день. Вся причина в напольном покрытии, которое практически отсутствует. Вместо него здесь бетон, из-за которого часто поднимается пыль. А хранить в таких условиях нежные плоды голубики, малины или ежевики не получится. Также из-за отсутствия нормального напольного покрытия портится дорогостоящая техника, поэтому ее часто приходится ремонтировать и покупать заново. Страдают и морозильные камеры. У нас портится погрузо-разгрузочная техника. Постоянно каждый сезон выпадает, нам приходится ее покупать. А если мы ее, допустим, не имеем в сезон, то мы не можем полноценно работать. Вот. И мы не можем даже нормально эксплуатировать эту технику погрузо-разгрузочную. То есть она у нас там на сезон хватает, хотя она предназначена там на 5-10 лет. Получается такая ситуация, когда техника выпадает или не может, то приходится ребятам там нанимать еще каких-то работников. Это и процесс как бы замедляет, и тоже дополнительная нагрузка и на коллектив, и на работников, и дополнительные денежные расходы. С министром сельского хозяйства постоянно на связи, он всячески оказывает поддержку, и сейчас он тоже вплотную занят этим вопросом. Я думаю, что какие-то перемены возможны. На предприятии в холодильниках можно хранить одновременно до 2,5 тонн продукции. Однако сейчас здесь практически пусто. Всего здесь 12 морозильных камер, но сейчас продукция хранится только в одной из них, так как предприятие не может работать в полную силу. Абрах халот и шишвевш, абре ремонт кахцот и цимша, как обжизута, обшендага и пока, бозера каусолзо, уика хани кахцаров да запчасвак запшуп и ариш шаги кахцот и цимша, абаса и цимза, как обжизует абре полкур асаба цухова. Предприятие было построено за счет средств инвестпрограммы в 2014 году, однако завершить весь процесс строительства для полноценного функционирования тогда не удалось. В 2015 году объект был введен в эксплуатацию. Некачественный пол, который был не по смете, не по технологии, в 2015 году был покрыт и сдан в эксплуатацию наспех, привело к тому, что сегодня это предприятие не может функционировать на полную мощь именно по тому направлению, по которому предназначено. То есть пол крошится, и в летнее, в зимнее время по нему должны ездить автокары, погрузочно-разгрузочная техника, которая должна от машин доставлять в камеры хранения. И после каждого проезда такой небольшой техники поднимается столб пыли, который влияет на на работу этого предприятия. Засоряется, забивается холодильное оборудование, да и само антисанитарное требование, которое предъявляют нам, скажем, службы, не сохраняется. Невозможно, так как в основном это принятие пищевых продуктов и наличие такой пыли, это невозможно, не дает возможность работать по специфике. Проблема была обозначена и на недавнем отчете министра сельского хозяйства Беслана Джопуа президенту республики. Все эти проблемы были озвучены недавно, когда Минсельхоз отчитывался президенту Республики Абхазия, и сам президент поднял вопрос о том, как функционирует это предприятие. И после того, как были озвучены эти проблемы, он сказал, что эти средства для того, чтобы поменять и привести в соответствие пол или недостающие, скажем,
элементы этого предприятия, мы сможем найти средства, но для этого мы должны знать, как функционирует предприятие, будет ли оно функционировать по назначению для того, чтобы скупать у населения сельхозпродукцию, складировать для дальнейшей реализации. То есть государственное предприятие, которое сможет обеспечить именно какую-то часть продукции населения приобретать. Если дадите именно в планах работы вот такого рода работы нам дадите понимание, то мы сможем вам помочь. Ну, вот такой разговор был с президентом. Сейчас мы готовим отчет, готовим перспективы этого предприятия, и специалисты должны определиться, какую стоимость необходима для того, чтобы привести в соответствие именно половое покрытие этого предприятия. Там немало квадратуры, поэтому, наверное, где-то около, как рассчитывали, вот когда мы прослеживали, когда мы просили строительную организацию, около 7-8 миллионов обойдется по расценкам прошлого года. Посмотрим, что скажут в этом году. По словам генерального директора Абхазпродэкспорта Лаши Арзенба, сюда часто обращаются также производители кисломолочных продуктов. Однако пока хранить такую продукцию невозможно. На предприятии надеются, что совсем скоро им удастся работать в полную мощь. Ведь за несколько лет выросло количество фермеров, которые занимаются выращиванием различных новых для республики культур. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.